Добрый вечер. На ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрли Киш. Ну что, это последняя программа в уходящем году, последнее ток-шоу, поэтому, естественно, это будет основное итоговое шоу, посвященное результатам, достижениям Татарстана в этом году, потому что 23-й год уже скоро закроет за собой двери. Что принесет 2024? Об этом тоже спросим у наших экспертов, чего мы ждем и каких улучшений, достижений в том числе. Представляю гостей нашей студии. Впервые Олег Владимирович Пелевин. Это тоже для нас новогоднее чудо и сюрприз. Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан. Рады вас видеть. Да. С нами, как всегда, подводит итоги года Радик Каримович Салихов, директор Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, член Национального совета Милли Шура Всемирного конгресса татар, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан. Хайрли Киш. Хайрли Киш. С нами сегодня Родион Михайлович Карпов, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Рады вас видеть. Добрый вечер. Приветствуем Рамиса Габдраисовича Музипова, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. И Рафаэль Маргесимович Валея, вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, заместитель директора по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук. Хайрли Киш. Экспертам я сегодня даже не буду предлагать работать с кнопками, выражать точку зрения. Давайте будем и подводить итоги, наверное, исключительно разговаривая сегодня в диалоге. Но все-таки мы всегда начинали программу с опроса интернет-аудитории, чего-то там спрашивали у зрителей. Сегодня не хотим ничего в этом новогоднем эфире спрашивать, потому что хотим узнать, на ваш взгляд, главные события в вашей жизни, жизни республики в уходящем году. Вот с такой личной окраской, чтобы не было вот этих вот министерских таких вот и научных взглядов, таких докторских где-то. Может быть, что-то от работы пусть будет, но вот такие эмоции этого уходящего года. Рафаэль Маргесимович, вот мне кажется, с вас... Наверное, эмоциональный и для республики, но в целом для Российской Федерации это включение астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на всю политическую Несмотря на ситуацию. все сложности, несмотря на все геополитические события, мы победили. И даже недружественные страны, члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, из 21 стран было 5 стран, они единодушно поддержали наш объект. Да, на самом деле мы стали 4-м регионом Российской Федерации, регион Татарстан приобрел 4-й объект, и мы стали единственным Российской Федерации с таким количеством объектов всемирного наследия. По этим показателям тоже. Да, ну и самое главное, то, что вот это 32-й в целом Российской Федерации. Ну и вот, видите, так все совпало. Сегодня премьер-министру вручили сертификат. И мы надеемся, в ближайшее время будут какие-то большие мероприятия, потому что мы должны установить памятную доску на здание городской астрономической обсерватории. Мы должны установить такую же доску на здание астрономической обсерватории Энгельгарта. И все так совпадает и к концу года, и переходящий вот на 24-й год. Хорошо. Вы выделяете одно событие, вот это. Оно вы знаете, вот мы были в Саудовской Аравии, когда включали, и представьте, там было более 190 стран, и мы ощутили вот это, такую прелесть того, что мы не одни и те же. Все к нам подходили, и даже я, вот интересно, там итальянский посол пишет в свою страну. Посмотрите, как, говорит, Россия оказалась полной изоляции, а там стоит полное количество всех послов, которые поздравляют. Мы тоже об этом уже позже проговорим, почему нас так принимают, и это наш исторический путь в каком-то смысле. Ну вот Министерство экономики, вот я бы хотела, чтобы Олег Владимирович не только цифрами, чтобы вот эмоционально вы бы событие какое-то выбрали. Я, наверное, продолжу мысль своего коллеги с точки зрения, как мы работаем в отсутствии, так скажем, изоляции, хотя действительно действуют серьезные очень ограничения и санкции. Это проведение в текущем году Казан-саммита, когда гостями республики были представители 80 различных стран. Более 16 тысяч участников. Это действительно доказательство того, что
республика и страна в целом живут и работают не в изоляции, потому что действительно есть очень много партнеров из других стран, которые хотят и работают со страной и с республикой в частности. Ну, вот еще одно из недавних событий, о которых тоже обязательно необходимо сказать, это ввод автомагистрали М12. Действительно, очень серьезное событие. Эта автомагистраль соединяет 5 крупнейших регионов страны, 142 километра проходит по территории республики и уникальный мостовой переход через реку Волга. Ну и, безусловно, я как экономист все-таки не могу не отметить, что Республика Татарстан в текущем году продолжает свое динамичное развитие. И я напомню, что в прошлом году валовый региональный продукт рос 6%. И к такой высокой базе, к высокой динамике мы продолжаем расти. И по итогам текущего года мы ожидаем, что мы превысим планку 4 триллиона рублей. И это действительно очень значимо и очень весомо для нас. Не получается до личного достучаться. Радик Кирович, а у вас? Ну, Академия наук тоже пережила в этом да, году. Вы правы. Ну, очень трудно разделить профессиональное и личное, потому что вся жизнь она связана так или иначе с работой, наши мысли, мечты, впрочем, как и у вас. И для нас, вот для ученых в этом году главное событие, конечно, это избрание нового президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Нургалиевича Минниханова и принятие амбициозной, очень многосторонней программы научно-технологического развития. И для нас, вот для историков, что важно, мы вливаемся в дружную академическую семью и видим в этом большие перспективы и для нашего профессионального роста. И уже сейчас мы видим, насколько бурно развернулась академическая деятельность, международная деятельность в том числе. И в этом году, как вы знаете, состоялся круглый стол «Актуальные проблемы изучения истории народов Степной Евразии». Это крупный международный проект, объединяющий усилия академических и вузовских ученых множество стран: Китая, Узбекистана, Казахстана и многих-многих других, конечно же, России. И создание международного исследовательского центра изучения истории Степной Евразии во главе с выдающимся российским ученым Николаем Николаевичем Крадиным. Это большая победа, это новая организация при нашей академии, которая будет, в общем, решать серьезные исследовательские задачи, в том числе и на международной арене. И третье событие, которое бы я выделил, это, конечно же, вот мы совсем недавно отметили итоги года работы совместно с журналистским сообществом и с блогерами, с общественностью блогерской. Выбирали татарина и татарку года. Татарин и татарка года по продвижению татарской истории, культуры, идентичности, все, что связано с Татарстаном. И это замечательный пример нашего общего союза. И мы увидели, что там стали лауреатами и ваш генеральный директор, и изготовители национальной одежды, сумок, и авторы телеграм-каналов. Мне кажется, это очень теплый, замечательный пример нашего содружества. Хорошо, спасибо. Про год педагога и наставника мы потом подведем, Рамиль Габдраевич, итоги. А что бы вы выделили? Ну, давайте не только из учительской среды. Нет, ну вот являясь как раз небольшой частичкой педагогического сообщества республики, для нас, наверное, самым таким заветным событием и было объявление года педагога и наставника и всех мероприятий, которые в рамках этого года мы проводили. Но если уж обозначить какое-то международное мероприятие, то мы так же, как коллеги, не отстаем от них, провели международный форум министров образования дружественных стран в июне этого года, где конструктивно пообщались, обменялись опытом и вместе взаимодействовали с 31 министром из дружественных стран, и они представили свой опыт, и мы поделились своим опытом, и заключили очень много соглашений для сотрудничества и развития практически во всех областях педагогической деятельности. Наверное, вот этого события можно описать как одно из ключевых, и вероятность очень высока, что такой форум, он станет постоянным, и площадкой все время будет город Казань, мы так надеемся, и уже есть предпосылки, что в следующем году этот форум возобновится и будет расширен круг его участников, поскольку не все
страны, ну, из-за известных событий могли посетить этот форум, а сейчас уже преграды потихонечку спускаются, убираются, и поэтому мы надеемся, что этот форум состоится и в этом году, в следующем году, и мы сможем еще раз встретиться и обсудить все актуальные вопросы. Хорошо, спасибо. Родион Михайлович. Я не могу. А давайте. Я не могу выделить какое-то конкретное событие, потому что наша промышленность показала очень значительные результаты, большой рост. И несмотря на негативные прогнозы, которые, назову их так, наши недруги ставили нам на этот год, они не сбылись. Как вы можете видеть даже из новостей, да и так даже если оглянуться по сторонам, каждый день, каждую неделю что-то вводятся, какие-то новые мощности, новые объекты, новые производства. И фактически каждая отрасль в этом году чем-то отличилась. Кто-то спустил новый корабль, кто-то запустил новый вертолет. Опять же, наши нефтяники, нефтепереработчики, энергетики, газовики, да все абсолютно сработали на отлично. Поэтому Республика Татарстан, как всегда, стала по многим показателям лидером в Российской Федерации. И опять же, это уже даже никого не удивляет, это воспринимает как данность. Но за этим стоит огромный труд коллективов предприятий, руководителей, ну и, конечно, руководителей предприятий, ну и, конечно, руководство Республики Татарстан. Но вот все поскромничали, как-то сказали, вы же говорите, есть же еще какие-то, наверное, личные составляющие. Да, Родион Михайлович. Но в этом году у меня, у супруги, наверное, и у детей такой замечательный праздник был. Я там первый раз за несколько лет сходил в отпуск, то есть позволил себе. Вот. Поэтому это тоже показатель. Да, но опять же, как было сказано, то есть в отпуск сходил, давай работай в 2 раза лучше теперь, то есть с удвоенной энергией. Но мы тоже стараемся, конечно. Вот, но хочется вот в этот замечательный день, конечно, поблагодарить прежде всего работников, да, но и ветеранов, которые, несмотря ни на что, они также включаются в производственные процессы. Всегда мы к ним обращаемся за советом. Это касается и министерства, это касается и промышленников, это все. Поэтому вот в преддверии даже и Нового года, я не знаю, там, можно сейчас уже поздравлять, нет, или это оставить в конце, да. Но все равно вдруг слова не дадите. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, вот, и пожелать успехов, радости, всего самого светлого. Ну и такого счастливого в следующем году. Спасибо. Возвращаемся все-таки к экономике. Рустам Минниханов как раз сказал, по-моему, на коллегии финансовых казначейств налоговых органов, что в текущих непростых условиях нам удалось обеспечить рост экономических показателей. Вы уже говорили о том, что ВРП составит 4 триллиона рублей. Рост, да, по сравнению с прошлым годом 102,8%, насколько я понимаю, да, процентов. Вот что стоит за ключевыми цифрами экономики? Вот от чего, вот что от этих триллионов, вот тем, кто смотрит сегодня нас? Расшифруем вот эти цифры, как меняется жизнь татарстанцев от вот этих цифр, Олег Владимирович, которые достигнут в выходящем году. Ну, во-первых, экономика, она из чего состоит? Она состоит из различных отраслей экономики. И у нас порядка половины экономики, она формируется, исходя из промышленности. Да? Основные также отрасли – это строительство. И строительство в этом году действительно очень серьезный рост показало, в первую очередь за счет реализации крупнейших инфраструктурных проектов, в том числе о котором я говорил, это автомагистраль М-12. Также серьезная отрасль, которая занимает достаточно порядка 10% экономики, это отрасль торговли. И традиционная отрасль для Республики Татарстан – это сельское хозяйство. Также одни из отраслей, которые из года в год наращивают свою долю, это отрасль цифровизации, так называемая, и также новая отрасль, которая также есть большие резервы и потенциал для роста, это отрасль туризма. Безусловно, вклад всех отраслей, они как раз и дают такой прирост к валовому региональному продукту. Но что касается населения непосредственно, что дает экономика? Для населения, как меняется качество жизни? Отражается для населения, во-первых, это в первую очередь в росте заработных плат. И по текущему году рост реальных заработной платы более 10%. Это уже реальная заработная плата, это значит уже с учетом инфляции. И действительно это достаточно серьезно ощутимо для населения. Но не только в заработной плате ощущается улучшение качества жизни. В первую очередь возможности развития экономики представляют возможности для реализации крупнейших инфраструктурных проектов, для строительства социальных объектов,
И это мы видим, вот, для примера, только в текущем году в рамках реализации национальных проектов и республиканских программ у нас строится и ремонтируется более 4000 объектов. Это 126 миллиардов рублей. Дорожное строительство и ремонт на сумму 186 миллиардов рублей. И, безусловно, мы все с вами, да, как жители Казани, как жители городов и районов, мы с вами видим, как преобразовывается все вокруг нас. Это и новые объекты, новые больницы, ФАПы, детские сады, школы, новые общественные пространства. И, безусловно, все это благодаря тому, что развитие экономики дает такие возможности для повышения качества жизни. Вот Родион Михайлович говорили, что условия-то непростые. Да, но рост идет. В экономике, промышленность тут нам показывает. В принципе, благодаря чему прорыв вот этот все-таки случился? Ну, про каждодневный труд каждого из нас мы уже говорили. Наверное, я еще отмечу то, что правильный путь, который выбрало руководство нашей страны, нашей республики, это прежде всего реализация национальных проектов. Одним из таких это национальный проект «Производительность труда». Кстати, в этом году как раз форум как победитель этого проекта проходил в Республике Татарстан. Вот, является оператором наше министерство. Без производительности труда, улучшения условий производства, автоматизации процесса, цифровизации, выстраивания каких-то логистических цепочек, да и в принципе производства грамотного, высокоэффективного, это достичь невозможно хороших результатов. И поэтому наши предприятия делают на этом упор, уже больше 250 предприятий участвуют в этом проекте. И мы эти цифры только наращиваем. Помимо этого, нельзя отдать тому, что идет большая работа по подготовке кадров. Институт наставничества активно у нас внедряется на предприятии. То есть, когда человек приходит на работу, он сам себе не предоставлен. У него всегда есть плечо, на которое можно опереться. Ну, такая хорошая советская доблестная традиция. И вот это, да, преемственность поколения, она присутствует. И поэтому наши предприятия имеют возможность планомерно развиваться и достигать вот этих вот результатов. И опять же, те цифры, то, что у нас отгрузка по сравнению с прошлым годом выросла, да, то есть это об этом тоже говорит, то есть показатели у нас в этом плане достаточно хорошие. Очень хорошо поддержку как раз все экономические показатели на себя прочувствовала отрасль сферы образования. То есть в этом году тоже большое количество детских садов, школ было построено открыто. Какие итоги вот с точки зрения качественного изменения, наверное, самой системы, не только поддержка учителей, да, мы сейчас не говорим о программах «Земский учитель», выплаты в 1 000 000 рублей ежегодные. Что происходит? Что в строительстве, что появляется нового? Что появилось нового? Чем гордимся? Вы знаете, никакие прорывы, достижения и результаты не были бы возможны, о которых мы сегодня говорим, без образования. В основе любого движения вперед всегда стоит учитель. Наше школьное, дошкольное и профессиональное образование. Что касается непосредственно достижений, которые в сфере образования произошли, то они являются частью общего развития экономики. Это в первую очередь появление новых ученических мест. Это вот то, о чем вы как раз сказали. В этом году, благодаря поддержке федерального правительства и РАИСа Республики Татарстан, Кабинета министров нашей республики, было введено в эксплуатацию 12 новых школьных объектов. 4 в Казани, в самых населенных городах, и Набережных Челнах 2 объекта, и остальные объекты по районам, и 4 детских садика. Более того, продолжается модернизация существующей системы образования. Постоянно проводится у нас капитальный ремонт. Вот уже с 2013 года отремонтировано более 1000 объектов образования у нас в республике. А в этом году 236 школ, из них 70 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 8 детских садов. Также в этом году к капитальному ремонту у нас были отнесены учреждения СПО, 9 учреждений по республике, все ресурсные центры, общежития, новые общежития построены у нас в республике. Кроме этого, имеются отдельные так называемые ремонты функциональных зон. Это 2 вновь возведенных спортзала у нас как отдельные объекты в Республике Татарстан в этом году появились. Ну и, наверное, самое
такое приятное, заметное, и самое вкусное – это ремонт пищеблоков. Благодаря поддержке Раисы Республики Татарстан вот уже 3 года реализуется эта программа, отдельно выделяются денежные средства. И очень приятно, когда проходил конкурс, всероссийский конкурс лучших столовых, где наша столовая 169-й школы города Казани заняла 1-е место среди лучших столовых Российской Федерации. И когда мы защищали этот проект, было озвучено, что Республика Татарстан выделяет более 1 миллиарда рублей на ремонт пищеблоков. Многие регионы, в том числе даже и столицы, были удивлены, что вот такое внимание со стороны республики уделяется модернизации действующей инфраструктуры системы образования. Но вы еще в этом году стали лидерами Приволжского федерального округа по количеству образовательных программ, по-моему, 240, то, что реализуется только в Татарстане. Вот что из знаний главное, прорывное в этом году? Самое для нас приятное – это сохранение 3-го места в Российской Федерации по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, самый престижный, самый важный, самый актуальный соревновательного конкурса. Это Олимпиада школьников, которая позволяет без результатов ЕГЭ поступать в любой понравившийся вуз по любому направлению. Мы сохранили 3-е место 11 лет подряд. Вот эта вот стабильность для нас самое главное. Мы отстаем, если так можно сказать, от Москвы, Московской области, ну и значительно на 40% пунктов опережаем город Санкт-Петербург. И это очень приятно. И вот наша задача продолжить такую же тенденцию. И в этом году плеяда международных завоеваний, несколько у нас значимых, признаваемых во всем академическом мире, победы в олимпиадах и по информатике, и по физике у наших ребят. Таких побед в других субъектах нет. Поэтому для нас это одно из самых главных качественных показателей работы системы образования. Хорошо, спасибо. Но при этом вот в этих международных олимпиадах, конечно, ребята участвуют под нейтральным флагом, да, в нейтральном статусе. Ну, нет? Нет. Те олимпиады, в которых мы участвуем, все участвуют от имени Российской Федерации. Все участвуют все-таки от имени России. Да. Хорошо, может быть, у меня тогда информация не уходящего года, а до этого. Но как вот в этой ситуации мы говорим, да, что все без знаний, без образования. Как себя чувствует представитель науки? Тем более, что в этом году, мне кажется, для научного сообщества была ключевая позиция. Вот сегодня мы назвали уже Казань саммит, да, Казанский форум. Предстоят игры стран БРИКС, саммит БРИКС. Это полная взаимосвязь с мусульманским миром. И фактически уже не впервые, наверное, Татарстан говорят о том, что открывает двери для России в страны мусульманского мира. Насколько это для нас вот такая ожидаемо, или насколько вот эти события сегодня показывают, что Татарстан к этому был готов. И, в общем-то, у нас был весь потенциал для того, чтобы фактически из этой ситуации и показатели по экономике, и промышленности, и так далее. Мы же получаем тоже, вот, это же полная взаимосвязь. Почему так получилось? Вот как-то случайно или Татарстан был готов к этому? Откуда этот потенциал? Рафаэль Маргасимович. Вот я хотел сказать, что на самом деле образование и наука являются драйверами социально-экономического развития. Это уникальное явление, потому что мы обращены не только в сегодняшнее, но и в будущее, потому что мы готовим кадры. И вот представьте, скажем, Татарстан, город Казань, ну, некоторые наши крупные города – это студенческие города. Представьте, что, скажем, не будет студентов, не будет школьников, да жизнь замрет. Особенно мы летом это видим. Скажем, в той же Казани, в Казанском университете 50 тысяч студентов. 10 тысяч профессорско-преподавательского состава. Я не говорю о других вузах, у нас их тоже. Тем более, вот, скажем, Казанский федеральный университет уже 3-й год участвует активно в приоритете 2030, когда выделяется более миллиарда рублей. В этом году к этому подсоединился, вернее, на 2024 год подсоединятся еще ряд других вузов. Это говорит о признанности образования, науки, на уровне Российской Федерации, и правительство Российской Федерации, правительство Татарстана активно поддерживает. Почему? Потому что есть сочетание федеральных средств и
республиканских средств. Ну и, естественно, вот на ваш вопрос я бы прямо так и ответил. Да, на самом деле ожидаемо, но это огромный труд. Огромный труд, прежде всего, вот, я люблю это слово, всего мира. Почему? Потому что если бы не было подготовки кадров, то у нас не было бы и будущего. И с этой точки зрения, вот в тех же наших школах готовить школьников, будущих студентов, и это создает нам хорошую возможность. Да, мы готовим школьников не только для казанских вузов. Это уникально, потому что куда ни приедешь, в какой вуз, там наши выпускники. Я уже не говорю о самой Казани, о Казанском университете. А вот те мероприятия, которые проводились на международном уровне, вот мы при проведении большой работы по включению тех же астрономических обсерваторий Казанского федерального университета провели в Казани, в Казанском университете, в Императорском зале хорошую панельную дискуссию. Она называется «Роль объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». Представьте, приехали из целого ряда стран исламского сотрудничества, причем те члены комитета, которые нас поддержали. Почему? Потому что они увидели тот результат, который мы здесь. Мы им показали наши объекты, тот же Болгар, тот же Свияжск, тот же Казанский Кремль. Ну и посмотрите, Кремль, Казанский Кремль, который начинал когда-то, ну хотя бы со 100 тысяч, на сегодняшний день туристов принимает почти что 3 миллиона. Я уже не говорю, вот Болгар, Свияжск, миллион. Это основа для устойчивого развития и для того, чтобы экономика этих мест заработала, то есть устойчиво. Ну и, соответственно, вот астрономические обсерватории еще не успели включить, как уже туда это хотят. Потенциал, да? Туристы хотят. Ну, понятно, что здесь миллион мы не сможем принять, и не надо, но, тем не менее, вот во всем мире оказалось так, что астрономические обсерватории и Казанский федеральный университет стал единственным вузом, который включил именно оптические обсерватории. А если мы сравним, скажем, вот есть радиоастрономическая обсерватория Великобритании, Джорджел Бэнк. Это радиоастрономическая обсерватория. Все, больше нету из университета. Хорошо. Радик Каримович, спасибо, Рафаэль Маргасимович. Все-таки сегодня Татарстан для мусульманского мира – это что? Ну, наверное, мусульманский мир приходит к нам за тем, чтобы у нас что-то взять. Наш опыт, нашу историю, наше наследие. Это не просто такое обычное сотрудничество, это творческий и довольно энергичный взаимообмен. Вот Казан-саммит. Рафаэль Маргасимович очень правильно рассказал про вот эту панельную дискуссию. Она тоже была важна. Мы там показали и наше татарское наследие, и это вызвало большой интерес. В эти же дни мы показали нашу азиатскую типографию, которая впервые в истории России издала печатный Коран, канонический печатный Коран. И это, конечно, событие не просто российского масштаба, это событие международного масштаба. Потому что мусульмане России, ислам России всегда был, так если выразиться, законодателем научной мусульманской мысли. Все основные классики обновленческого ислама, они так или иначе вышли из татарской среды, из России. Достаточно сказать, что имена Габденасира Курсави и Шагабуддина Марджани известны каждому думающему мусульманину во всем мире. Вот зачем мы нужны исламскому миру. Ну и, конечно же, мы исламскому миру нужны как страна, которая обладает собственной независимой позицией в мире, которая отстаивает свой суверенитет, успешно развивает свою экономику в условиях жесточайших санкций, потому что большинство стран исламского мира также подвергается такой же обструкции со стороны западного мира. И исламский мир видит вот нашу стойкость, и они к нам едут подпитаться нашей силой в том числе. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь.
Мы продолжаем подводить итоги года с нашими экспертами. Сейчас все-таки к событию, которое немаловажно, мне кажется, в этом году тоже прошло. Это международный форум Татарстан, Россия, Татарстан, Китай, «Ростки». Пока, наверное, он прошел впервые, но мы понимаем, что развитие идет дальше. Радик Ремович, вот в принципе Татарстан и Китай, исторические, культурные, какие связи, прежде чем поймем, чего хотят промышленники и экономисты. Татарстан и Китай имеют самые прочные, обусловленные глубочайшие и древнейшие истории связи. Достаточно сказать, что далекие предки татарского народа, они жили всегда рядом с китайскими империями, всегда у них, с одной стороны, существовало геополитическое соперничество, с другой стороны, теснейшее торгово-экономическое сотрудничество. Это начиналось из державы Хунну, через все тюркские каганаты, средневековые татарские государства. И сегодня мы являемся наследниками этой большой истории сотрудничества. Если даже вспомнить, вот Рафаэль Миргасимович, наверное, тоже скажет, и Великий Шелковый путь, и Великий Чайный путь. Потому что основными центром, который распространял чай по России из Китая, это была Казань и русско-татарское предпринимательство, которое здесь жило в первой половине XIX века. То есть это тут, наверное, даже нет никаких сомнений в том, что мы опираемся на богатое историческое наследие, богатое историческое прошлое. Было несколько визитов Рустама Нургалиевича в Китай в этом году. В принципе, вот этот разворот на Китай, чего ждем? Точнее, какие итоги в этом году и чего ждем в будущем? В будущем мы ждем вполне серьезного повторения и самого форума, но и БРИКС. Да. У нас структура внешнего, можно сказать, взаимодействия с нашими партнерами, она поменялась. Как правильно было сказано, мы повернулись в сторону наших восточных партнеров. И вот одним из таких лидеров, конечно, является Китай. То есть у нас рост внешнего товарооборота с ними примерно произошел в 2 раза. Вы сейчас упомянули форум «Ростки». Название тоже было выбрано такое не случайно. РОС – это Россия, КИ – это Китай. И вот посередине стоит буковка Т – Татарстан, который, в принципе, является вот таким мостиком между двумя государствами. Одним из таких отличительной чертой Республики Татарстан это является наличие агентства инвестиционного развития. Неправильно было бы его сейчас не упомянуть, потому что, собственно говоря, одним из инициаторов и главным, получается, учреждением, ведомством, которое проводило это мероприятие, это, конечно, Илья Ильгиз Наминуллин, который тоже очень много делает для международного взаимодействия. Помимо этого у нас есть торгово-промышленная палата, министерство тоже занимается этим. То есть, в принципе, в Республике Татарстан, агентство по туризму и много-много других, то есть обладает всеми возможными инструментами для того, чтобы налаживать внешнеэкономические отношения. Вот вспомнили форум «Исламский мир», где 85 стран приняло участие. Это когда во всем мире говорят: изоляция, никто к вам не приедет, ничего. Но был колоссальный форум, и он в этом году первый раз стал федеральным. То есть на следующий год также это будет. Наверное, опять же, я тоже люблю прессу, люблю телевидение, интернет посмотреть, издания. Тоже можете посмотреть каждый день, через день какие-то визиты, делегации. У нас сейчас организуется совместное производство. В особой экономической зоне Алабуга предприятие Солерс, когда Форд ушел, да, такой гигант, все думали, рухнет у нас это автомобилестроение легкое. Нет, оно осталось. Вместе с тем, сейчас есть партнерские отношения с нашим лидером отрасли КАМАЗом, и ряд других проектов у нас реализуется, поэтому я верю, что ждет нас большое совместное будущее, и то, что у нас есть такой сильный партнер на Востоке, я думаю, это очень хорошая точка роста для Республики Татарстан. Рафаэль Миргасимович, еще что добавить по взаимоотношениям все-таки Татарстана с Китаем? Я хотел бы здесь подчеркнуть, что на самом деле Казань – это центр востоковедения. По сути, именно мирового и российского. А российское востоковедение начиналось именно в Казани, в Казанском университете. Сейчас уже балет и Акин вспоминаешь, в культуру уже. Если мы все имена сейчас будем говорить, это надо целую отдельную лекцию прочитать. Но хотелось подчеркнуть, что на самом деле китайское направление очень важное. По сути, даже изучение того же китайского языка монгольского. Вот недавно мы отметили 190 лет
создания кафедры монголоведения. Известный Ковалевский, который здесь преподавал. Ну и кроме того, вот на сегодняшний день, если мы возьмем в Казанском университете, китайские студенты занимают 2-е место. Они обучаются и в других. У нас в Институте международных отношений 25 языков. И китайский язык занимает особое место. Почему? Потому что большое количество предпринимателей, большое количество структур, а китайский язык как без китайского? Потому что вот у нас в общем, у вас будет взлет интереса, да? Я так понимаю. Будет взлет, а кроме того, вот буквально на этой неделе вот мы с Радиком Римовичем встречались с нашими китайскими коллегами, у них очень большой, приезжали с Академии наук Китая и с Академии общественных наук Китая. Это на самом деле у них 2 академии, как когда-то у нас в свое время подписали договор между университетом и Академией наук, очень важное. И для них в первую очередь что? Их привлекают наши науки и технологии. Они уже по Китаю такую работу закончили, а говорят, теперь мы хотим, как в Татарстане. Это поставлено, как в России поставлено. Тем более президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вот недавно побывал в Китае, встречался в рамках «Один пояс, один путь» с председателем Китайской Республики Си Цзиньпинем. И вот это договоренности, они активно распространяются. И, естественно, вот это образование, наука занимает ведущее место. Почему? Потому что благодаря этому они становятся, и Татарстан становится узнаваемым в мире. Не только в китайском, не только на Востоке, но и через посредничество них и дальше, в Юго-Восточной Азии. Какие ожидания экономики в связи с разворотом, поворотом, взаимодействием с Китаем? Здесь, наверное, добавлю то, что коллеги уже говорили. Китай один из основных торговых партнеров Республики Татарстан. Действительно, и доля во внешнеторговом обороте с Китаем значительно увеличилась, и в структуре в целом тоже идет некоторое преобладание с Китаем. Но, безусловно, мы ждем дополнительных инвестиций от Китая, и, я думаю, взаимодействие будет и также дальше продолжаться, будет усилено, но я отмечу, что все-таки у Республики Татарстан 130 стран торговых партнеров. И поэтому, безусловно, будет продолжаться взаимодействие со всеми странами, торговыми партнерами. Республика Татарстан всегда была и остается открытой. И вы прекрасно видите, как Рустам Нургалиевич, раис Республики Татарстан, действительно очень много поездок совершает для того, чтобы взаимодействие республики со всеми странами только увеличилось. Это действительно будет и является одним из резервов дальнейшего развития в целом для экономики республики. Ну, Сергей Лавров был в июле, да, он оценил тогда вклад Татарстана в укрепление международных отношений. Цитата его: «Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное от этой работы — хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом». Мы уже как-то посвящали одному из визитов раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова даже целую программу, по-моему. Радик Римович был экспертом, Рафаэль Миргасимович. Это визит Рустама Минниханова в Будапешт, да, и встреча с Орбаном. Это было одно из важнейших политических событий. Я понимаю, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, мы тоже об этом можем говорить, но это было очень важно и значимо, потому что мы начали говорить о том, что Рустам Минниханов — это как доверенное лицо во внешней политике страны в европейском направлении. Это тоже очень важно. Вот каким образом мы сегодня, по окончании года, можем оценить этот визит с точки зрения научного сообщества, да, с точки зрения такого общественно-политического видения и экономических каких-то резервов? Радик Римович. С точки зрения научного сообщества это означает новое осмысление вообще истории международных отношений, истории современного состояния международных отношений, места и роли Российской Федерации на международной арене современной, а также место и роль регионов нашей страны в развитии вот этого всестороннего экономического сотрудничества, я повторюсь, в условиях очень тяжелой международной обстановки.
И вот этот визит, он показал исторически, что Россия не является объектом каких-то, значит, международной изоляции, что Россия, она по-прежнему является центром притяжения всех сил, всех стран, которые также избрали самостоятельный путь политического и экономического развития. Вот это для науки тоже вызов, потому что мы сейчас находимся в новой политической реальности, которая существенно отличается от того, что было буквально 2-3 года назад. Начинается новая история мира, в которой роль нашей страны, и в том числе народов нашей страны, уже выходит на новый уровень, на новый этап, который нам надо еще осмыслить. Каким образом мы вот с точки зрения экономической, насколько мы можем в этом визите увидеть другие еще смыслы и значения? Да, Родион Михайлович? Визитов много. Очень много. Визиты разные, да, и поэтому, когда мы даже считать перестали. А глав государства, да, то есть, наверное, неправильно вспомнить, глава Сенегала был, еще ряд руководителей государств к нам многочисленные приезжали. поездки: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Да. Поэтому сейчас будет передачи не хватит, у нас договорка. больше 200 официальных международных мероприятий по итогам этого года было проведено на самом высоком уровне. Я бы здесь хотел отметить такой институт, как представительство Республики Татарстан. Их порядка 20 у нас, и половина находится как раз за рубежом. Они тоже активно работают, вносят свой такой неоценимый вклад в выстраивание отношений между нашими государствами. У нас в Республике Татарстан есть генконсульство, представительство других уровней. И вот когда даже проходят какие-то торжественные приемы, и здесь, и когда мы собираемся, общаемся между собой на простом таком человеческом языке, без экономики, без бизнеса, понимаешь, насколько, в принципе, мы все близки. То есть ничего не потеряно. Все человечное, которое пытаются где-то там из-за рубежа в нас где-то какой-то раздор селить или еще что-то. Нет, на самом деле все вернется, люди там нормальные, хорошие, даже во всех государствах это все. А бизнес, он развивается, он перестраивается, как я уже сказал, выстраиваются логистические цепочки. Опять же, у нас следующий год был объявлен Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем годом науки и технологий. И вот эта вся сложившаяся ситуация, она дала такой стимул самим развиваться. То есть самим что-то изобретать. А в Татарстане, вот я понимаю, скромность, но второе место мы заняли по рейтингу научно-технологического развития в этом году, уступив только Москве. Это о чем-то говорит. На самом деле здесь большой вклад нашего образования, нашей науки, Академии наук. То есть это большой такой человеческий труд. У нас сохранились НИПИ, которые во многих других субъектах были заражены. Поэтому, а когда к нам приезжают за технологиями, я, наверное, секретов не расскажу, но где-то и мы ездим за технологиями, где-то у нас есть такой обмен, да, это все. Поэтому все нормально. Если взаимовыгодно и нормально. Да, взаимовыгодно. Я поэтому искренне верю, что следующий год он будет намного лучше даже, чем этот. А учитывая, что следующий год год дракона, да, мифического существа, да в китайском гороскопе, да если еще во все это поверить. Еще вот такой, может быть, он где-то философский вопрос. Модель Татарстана, да? Радик Кремович, вы часто тоже употребляли это слово в 90-е годы, когда вот появилась модель Татарстана. Это стало таким устойчивым выражением. Вот насколько сегодня модель Татарстана от тех 90-х стала более усовершенствованной, я не знаю. То есть на тех же опорах, но в чем вот ее основные грани и смыслы? Ну, модель Татарстана в своих основах, она осталась той же самой моделью. Ведь в ее основе, в первую очередь, это общественная стабильность, социально-общественная стабильность, межнациональный мир и межрелигиозное согласие. Вот это наше главное достояние, тот фундамент, на котором мы и развиваемся. Сегодня, вот в новых условиях, уже вот правильно, как коллега сказал, мы вот видим же стремительное развитие науки и экономики в Татарстане. Не случайно оно становится центром международного сотрудничества, потому что сюда есть зачем приехать. Вот следующий год – год научного технологического развития. Я думаю, что
вот эти вот прорывные проекты, которые обозначил и президент Академии, новый президент Академии наук, она как раз представит ту грань вот этой модели нашей республики, которая ее будет существенно отличать от, предположим, других регионов нашей России, и не только отличать, но и будет являться неким образцом. Правильно сегодня было сказано, что мы занимаем одно из передовых мест по научному развитию и по количеству участвующих в научных разработках, и по количеству капиталовложений, и по темпам развития научной инфраструктуры, и по развитию технологического предпринимательства, и взаимодействия реального сектора экономики с наукой и вузовскими учреждениями. Это развитие аддитивных технологий, это 4-я промышленная революция. На мой взгляд, вот наши точки роста и наши, новые грани этой модели, они как раз заключаются в том, что мы заглядываем в будущее, опираясь на науку, и в том, что мы, развивая экономику, обеспечиваем постоянный рост благосостояния нашего населения. Вот в этом, мне кажется, эта идея была заложена и в 90-е годы, а сейчас она уже приобретает совершенно новый смысл и новый размах. Леонид Габриэльевич, вы как раз в годе научно-технологического развития, мне кажется, вы там между ними, да, система образования, потому что или между ними, или наоборот основа, да, для того, чтобы дать возможность. В чем вот вы видите все-таки уникальную модель, скорее, системы образования татарстанской? Буквально мимолетом возвращаясь к международным отношениям, вот из всех восточных языков у нас ЕГЭ проводится только по китайскому. Так. По другим языкам нет. Все намекает, да? На год дракона. На год дракона. А что касается непосредственно вопроса, то, безусловно, система образования является, наверное, локомотивом и года педагога и наставника, и годом научно-технологического развития. Я так понимаю, да. Это наша работа, и мы принимаем с удовольствием такое решение, которое было принято руководством республики. И это, наоборот, только нас мотивирует к новым достижениям, которые нас ждут. Потому что все эти достижения – это упрощение жизни нашего населения. А что касается модели системы образования, то, наверное, и плюсом, и минусом системы образования Республики Татарстан, наверное, и любой системы, является ее такая стабильность. Немножко даже, наверное, инертность, которая и позволяет сохранить добрые традиции. Вот почему китайцы приезжают к нам, в том числе и ознакомиться с системой образования, советской научной школой, общеобразовательной школой, вот получить тот правильный, нужный опыт, который практически во всем мире внедрен, и мы видим результаты, в том числе и наши соседи, партнеров, у которых такие же высокие результаты, такой же прогресс. Поэтому и стабильность системы образования, и ее одновременное последовательное движение вперед, это как раз и уникальность системы образования Республики Татарстан. Хорошо. Родион Михайлович и Олег Владимирович, вопросы. Все-таки, несмотря на то, что Российская академия наук признала астрологию уже наукой, все-таки заглянуть в будущее хочется. Какие крупные проекты на следующий год? У нас традиционно будет развиваться, конечно, нефтехимия. Это наша точка такая роста, нефтепереработка. Знаковым событием буквально недавним это стал приход Сибура в Республику Татарстан. И сейчас реализуется ряд инвестиционных проектов, что в Нижнекамской зоне, что у нас непосредственно в Казани на Казань-Оргсинтезе. Также хочется сказать, что активно у нас сейчас развивается энергетика. У нас выработка электроэнергии в этом году фактически выросла на 3 миллиона гигаватт-часов. То есть и дальше эти проекты будут реализоваться. По газу, дегазификация, которая у нас, в принципе, мы и так являемся лидерами в Российской Федерации, но вместе с тем еще проходит у нас большая программа дегазификации. Конечно же, нельзя не сказать, то есть, что самый большой рост и по этому году, и в следующем году, конечно, мы ожидаем от машиностроения. Такой автогигант, как КАМАЗ, благодаря которому, в принципе, все грузовое передвижение в Российской Федерации осуществляется, в большинстве своем, тоже будет активно развиваться, будут новые линейки, новые проекты.
модернизация производств. Тоже касается других отраслей машиностроения. Большие перспективы видим и в легкой промышленности, там, где у нас активно развивается малый, средний бизнес, это даже элементарные ткацкие какие-то вот такие вот моменты, которые у нас сейчас в республике активно уже даже не возрождаются, а развиваются. Ну и много-много других. То есть, в принципе, республика, я думаю, будет также по всем абсолютно моментам, то есть расти. В общем, в лидерах останемся. Осталось, да, осталось обойти парочку, да? Сотни, по некоторым рейтингам. сотни инвестпроектов, да, которые сейчас у нас реализуются, и я не вижу причин сомневаться, то, что назначенные цели будут достигнуты. Хорошо, спасибо. В завершении программы следующий год, помимо Год дракона, и мы уже настроили китайское направление. У нас еще Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В завершении такой, коротко, буквально каждый. Какая традиция празднования Нового года в семье и какие пожелания с наступающим Новым годом, Радик Римович? У нас, как у всех, обычный семейный вечер, радостная встреча Нового года с надеждами, поздравления друг друга. А пожелания я просто хочу и своей семье, и всем, кто в студии, и всем зрителям пожелать в первую очередь крепкого здоровья. Хорошо, спасибо. Рамис Габдраевич, коротко, пожалуйста. Вторая семья – это школа. Поэтому желаю всем не забывать своих учителей и наставников. Хорошо, спасибо, Рафаэль Маргасимович. У меня буквально перед Новым годом когда-то, 36 лет назад, родился сын. Ну а кроме того, именно перед Новым годом исполняется 40 лет семейной моей счастливой жизни. Ну и представьте, на следующий год Казанскому университету исполняется 220 лет. Понятно, что мы 220 лет не проживем, но мы к этому будем стремиться. Нам только остается вас поздравить. Спасибо. Я старомоден. Так. У нас одна традиция, самая большая, это Новый год отмечать в семейном кругу, будь то с друзьями, будь то с родителями. То есть, но все равно, чтобы семья, она у нас была вместе. Пока мы вот, сколько лет прошло, да, вот ее соблюдаем. А пожелать всем хочется, прежде всего, вот самого, что хорошее каждый вот может себе представить и пожелать своим самым родным, близким, чтобы это все просто случилось, сбылось. Ну, а всем нашей Российской Федерации, в Республике Татарстан, конечно же, побед. Хорошо, спасибо, Олег Владимирович. Новый год, конечно, в первую очередь, это семейный праздник. Всем желаю побольше в рамках новогодних каникул провести время С семьей? с семьей, да, и желательно, конечно, посетить приятные, да, гостеприимные, уникальные объекты городов и районов Татарстана вместе с семьей, проехать по новым дорогам, пройтись по новым объектам и общем, пообщаться есть с приятными, чем заняться. хорошими людьми, татарстанцами. Хорошо. Благодарю всех экспертов. С вами было сегодня очень интересно. Благодарю всех зрителей, что этот год были с нами. Всего самого лучшего в наступающем новом году. Всего доброго.